Бисмиллахир-рахманир-рахим. Ассаламу алейкум ва. Приветствую всех людей доброй воли. По неволе начатой этой рубрики, скажем так, решил я продолжить, раскрыть все имперские ярлыки, злобные, лживые, клише, навешанные на ногчий чеченский народ. Заявляю заранее, что у меня нет желания оскорблять русский или какой-либо другой народ. Почему? Потому что на это в моем народе есть табу, запрет оскорблять народ. Что доказывает, приведу две пословицы чеченские. Любой враг нашего народа не представляет весь свой народ. Это раз. Вторая пословица. Нет народа на земле, у которого нету своего онаха. А онах у чеченцев это высший титул самого благородного и честного человека. Поэтому будьте любезны, поймите правильно, потому что буду приводить нелицеприятные цитаты. Конечно, не свои, а известных историков, философов, лингвистов, ученых, общим словом. Мировоззрение и характер у каждого народа, конечно, он свой, индивидуален. Чеченский народ сознает и чтит право всех народов на свободную и справедливую жизнь. Честные, благородные русские, какими мы их видим и кого мы хотели бы видеть, например, во главе в правительстве русского народа. Это такие, как Алексей Романов, в первую очередь, журналист. Очень честный, благородный, правдивый человек. У него есть много работ в Ютубе. Мария Розанова. Выступала она в точке зрения по чеченскому вопросу, где она настаивала, что Российская Федерация обязана помочь в построении чеченцам своего независимого государства. И с ней там сидели напротив Кургиняне, Маргиняне, всякие, бывший мэр, бывший, не помню фамилию, до Лужкова был. В общем, они все, эти империалисты, конечно, выступали против нее. Это все видели, в Ютубе тоже имеется этот ролик. Современник наш Андрей Илларионов, кого мы чтим как правдивых и честных людей, и много других, подобных им, те, которые мы еще не знаем, так как им эфир и слово для них закрыто. На все свои зверства, имперские преступления Москва придумала всякие мифы, очерняя не только чеченцев, да и все закабаленные народы. Мы хотим выразить вековечную боль и возмущение своего народа против той несправедливости, посеянной через те мифы в сознании подавляющего народа, русского народа. Мы знаем, как империя подавляла лучших представителей
имперообразующего русского народа, лучших своих же сынов. Поэтому мы решили, чтобы дать знать, как говорят чеченцы, что мы это знаем, и другим представителям других народов, знающих русский язык, и в первую очередь, конечно, для своего подрастающего поколения, раскрыть, разрушить эти мифы, клише, оскорбляющие чеченский народ. Вот рассмотрим, я их некоторые так прикинул, чтобы не забыть. Вот рассмотрим одни из них. Созданные специально за эти 3 века через научно-исследовательские институты, изучая наш народ, да и другие тоже, в том числе народы, закабаленные, завоеванные, и придумывая им разные ярлыки, как для нас, кавказцев, так и азиатов, так и украинцев, прибалтов. Для всех они придуманы. Так, душманы или бандеры, или литовские бандиты. В общем, много их. Тут я в частности коснусь именно касающихся, относящихся к чеченскому народу. Кавказцы жили, вот они, начинаем их, они говорят, кавказцы жили за счет разбоев, нападая друг на друга, и русские якобы принесли мир и процветание. Это абсолютная ложь. Кавказские народы, Кавказ в целом жил и сегодня старается изо всех сил, несмотря на внешнее давление, сохранить свои корни, свою культуру, свою цивилизацию особенную, где во главе угла ставится уважение к человеку. Также и гость, это считается высшим даром у всех кавказских народов. Гость. И это говорит много о чем. Никогда кавказцы между собой не дрались, не враждовали, а жили как единая семья, единая культура, осознавая себя, свою идентичность в этом мире. Кавказцы, хоть и были разные народы, с разными языками, у них очень много общего, несмотря на национальность, вероисповедание. Кавказцы жили и живут в уважении, в поддержку друг друга, объединяясь, когда нависает угроза извне, своей долго тысячелетней истории. Далее говорят, второй ярлык идет, чеченцы разбойничали, да и кавказцы в целом, на кордонах, на границе, это значит, грабя казацкие станицы. Это в 18, 17, 18 веках придуманный вот этот ярлык, клише. Якобы мы нападали на них. Во-первых, эти казачьи станицы построены на землях самих кавказцев. И в частности, я буду говорить, как сказал, по чеченской тематике. Уничтожая самих чеченцев из этих сел и поселяли казаков. Первые казаки появились как беженцы, как беглецы, преследуемые русскими царями московскими, староверы и люди, которые жили со своим старым русским древним укладом, где было много общего с Кавказом, где была тоже семья, как вот, например, у чеченцев 7 предков, это большая одна семья, 7-предковая семья у чеченцев.
двоюродные, четверюродные, семиюродные братья имеют свои названия. Не просто двоюродные, троюродные. Это, можно сказать, миллионноюродные. Это не имеет такого фундаментального значения. У чеченцев есть свои слова конкретно к этим братьям, где подразделяется двоюродный, троюродный, вплоть до семиюродного. Вот у русских то же самое. Семья, это тоже показывает. Семья, семипредковая. Тоже цикл, видимо, был у русских. И вот эти люди, когда разрушали национальные империи, когда разрушали их веру, они разбегались. Кто куда, в леса, в дебри, в Сибири до сих пор живут. И к нам на Кавказ тоже они пришли, и мы их приняли, дали им приют по Тереку. Вот первые поселенцы, как беженцы были. И потом, когда Московия начала свое вторжение, которому мы дали приют, эти же казаки, беженцы, примкнули к своим войскам царя и тоже пошли против нас. И вот они устраивали грабеж, геноцид над кавказцами. И на населениях, на местах поселения кавказцев, выгоняя их, сжигая, и возводили, то есть заселяли туда казаков, военную такую касту. Поэтому и кавказцы, и чеченцы нападали на них, как на оккупантов, как на тех, кто живут в их селениях. Разве можно их назвать бандитами или какими-то другими клещами оскорбляющими? Это естественный процесс против грабительства, против убийства, против геноцида оккупантов выступали и кавказцы, и чеченцы в целом. А они это преподносят, нападали на кордоны. Эти кордоны построили ваши имперские генералы, чтобы закабалить и завоевать Кавказ. Поэтому нападали и правильно делали. А вы это все перевернули, как всегда. Разбойники якобы нападают на русские границы. Это не ваши границы. Ваши границы на Кавказ вообще-то нет. Московия, как московский, как монгольский улус Орды, Московия, она идет по Оке. Вот она, ваша граница на самом-то деле. Далее, русский город Грозный, русские построили Грозный, говорят они. Да, построили как крепость. И назвали ее Грозной, чтобы напугать нас, чеченцев. Но где построили этот город, эту крепость? Более 20 селений было сожжено собакой Ермоловой вместе с приусадебными хуторами. Расчистил эту местность и построил там крепость на костях, на кладбищах чеченских. А потом он потихоньку стал расширяться и стал городом, куда чеченцев не пускали. Пускали только тех, кто им услуживал, кто работал на них против своего народа. Вот их пускали, но их было немного. А чеченцы их не хоронили в своих кладбищах. Этих предателей, которые имели зеленый свет в крепость Грозную, там торговцами под разными марками они имели право туда заходить и он докладывать о делах чеченцев. И этих людей мы не хоронили, чеченцы, в своих кладбищах. Их хоронили отдельно. И до сих пор мы знаем, где они захоронены. Вот он, каков, где построен этот город. Да, построено русской империей, но на чеченских костях, на чеченской земле, на чеченской крови он построен. Нас не прописывали даже в советские годы. 1980
82-м. В 82-м. Меня не прописывали. Я, в общем, выходил с жалобой до райкома, выходил, не прописывали меня. До сих пор помню, был начальник паспортного стола капитан Воробьев. Я тебя, бандит, не пропишу, он мне сказал. А я пришел после армии. А в городе жил, в пригороде, не в самом городе, в пригородах только прописывали наших, жил мой дядя. И мне нужна была городская прописка. Устроиться на работу, потом дальше поехать учиться. Этот Воробьев вот так меня оскорбил. Я тебя, бандит, не пропишу. Я ему сказал, мы посмотрим, Воробей, пропишешь ты меня или нет. Пропишешь как миленький, я тебя спрашивать не буду. Ты тут прилетная птица. Он оскорбился этим, конечно. Ну, он вынужден, я ответил. Конечно, прописал. Но вот так в 80-х годах мы бились за прописку. Помню, начальником этого Октябрьского района в городе Грозном в 80-х годах, когда стал чеченец, это было нечто. Этому удивлялись и радовались все чеченцы, потому что это был первый начальник отдела милиции, чеченец, в 80-х годах. А вы еще что-то нам хотите говорить. Вот он каков был грозный. Освободили мы ее в 91 году. В 90-м году чеченский народ на своем общенациональном съезде, конгрессе объявил о государственной независимости. И в том же году Верховный Совет ЧССР подтвердил постановление чеченского народа, приняв декларацию, тоже подтвердив, как Чечено-Ингушскую республику, без советского или социалистического. Независимость подтвердил Верховный Совет на тот момент. Это был 90-й год, во главе первый, так называемый чеченец, во главе республиканской партии, обкома партии, ставший. Далее, вот все говорят мы, абреки. Абреки это, во-первых, партизаны-одиночки. Они не прекращали одиночные выступления против власти оккупантов. Последний абрек погиб у нас в 1975 году. Абрек Хасуха. Называйте всех нас бандитами, дикарями. И я вам зачитаю, кто дикари, где бандиты, высказанные лучших умов самих русских и пару иностранцев. Вот они у меня на компьютере. Я их вам зачитаю. Вот что пишет Антон Полчехов. Страшное существо русский человек. В нем, как в решете, ничего не задерживается. В юности он жадно заполняет душу всем, что под руку попало. А после 30 лет в нем остается какой-то серый хлам. Чтобы жить хорошо по-человечески, надо же работать. А работать с любовью, с верой у нас не умеют этого. Быть завзятым подлецом и в то же время не хотеть сознавать этого – страшная особенность русского подлеца. Я не верю в нашу интеллигенцию, лицемерную, фальшивую, истеричную, невоспитанную.
Не верю даже, когда она страдает и жалуется, ибо ее притеснители выходят из ее же недр. Это Чехов говорит. Иоанн Барклай про московитов. Этот народ, созданный для рабства, ненавидит даже тень вольности. А народ этот кроток, когда находится под гнетом, и самое рабское состояние вовсе ему не противно. Напротив, он все охотно сознаются в том, что они государевы холопы. Далее, Иоганн Корб, 1699 год. Невековые записки немецкого дипломата в Московии. Русские московиты по слабоумию и привычке к рабству не способны не думать что-нибудь великое, не стремиться к чему-либо достославному. Власть отца в Московии немала и весьма тягостна для сына, которого закон позволяет отцу 4 раза продавать его. Это значит, что если отец раз продаст сына, и тот каким-либо способом освободится и получит вольность от своего господина, то отец может его вновь продать по праву родителя и затем даже еще раз может совершать такую же продажу. Но после 4-й продажи отец теряет уже все права над своим сыном. В летние же месяцы, не имея стыда, старые и молодые плавают в реках. Голые мужчины вместе с женщинами, с бесстыдством, не обращая внимания ни малейшего на прохожих. Московиты без всякого покрова выскакивают из воды на траву, причем девушки соблазняют прохожих, показывая им нескромно все свое обнаженное тело. Мирянин в драке со священником обязан более всего заботиться о том, чтобы не замарать его шапочки. Кто хочет бить попа, тот обязан с должным почтением снять его с головы шапочку, положить в приличном месте, а потом может уже безнаказанно, сколько ему угодно, избить попа. Поколотивший священника не подвергается никакой ответственности перед законом, никакому наказанию или отлучению от церкви, если только после драки с должным почтением вновь наденет на попа снятую с него прежде шапочку. Карл Маркс пишет: Московия образовалась в болоте монгольского рабства. Московия, не имеющая никакого отношения к Руси и получившая свое название в лучшем случае в XVIII веке, тем не менее нагло претендует на историческое наследие Руси, созданное на 800 лет раньше. Однако московская история пришита к истории Руси, киевской, большими нитками и полностью сфальсифицирована. В кровавом болоте московского рабства, а не в суровой славе нормандской эпохи, стоит колыбель России. Сменив имена и даты, увидим, что политика Ивана III и политика современной Московской империи являются не просто похожими, а тождественными. Россия порождена и воспитана в противной и униженной школе монгольского рабства. Сильной она стала лишь потому, что мастерство рабства была непревзойденной. Даже тогда, когда Россия стала независимой, она и далее осталась страной рабов. Петр I соединил политическую хитрость монгольского раба с величием монгольского владетеля, которому Чингисхан завещал покорить весь мир. Политика России неизменна. Русские методы и тактики менялись и будут меняться. Однако главная цель российской политики – покорить мир и править в нем есть и будет неизменной. Московский панславизм – всего лишь одна из форм захватничества. Разоблачение дипломатической истории XVIII века. Карл Маркс, глава 4, оригинал. Фри Прайс, Лондон, 1856-57 года. Репринт, собрание сочинений Карла Маркса, Фридриха Энгельса на английском языке под редакцией Смирнова, В.А. Б.Г. Татарковского, том 15, Москва, 1986 год. Вы и печатали все это. Далее русский философ А. И. Ильин пишет. Жил 1882-1902
1954 года. Россия самая паскудная, до блевоты мерзкая страна во всей мировой истории. Методом селекции там вывели чудовищных моральных уродов, у которых само понятие добра и зла вывернуто наизнанку. Всю свою историю эта нация барахтается в дерьме и при этом желает потопить в нем весь мир. Максим Горький пишет: наиважнейшей удачей русского народа есть его садистская жестокость. Собирательный образ русского человека, вечно пьяный, до оскотенения, завистлив, жаден, злобен и туп. Миф о русской бане мгновенно рассеивается после того, как пройдешь мимо типичного русского. Запах перегара и давно не стиранных порток отвратителен сам по себе, но к нему примешивается еще и запах кислой капусты и прокисших щей, до которых он, русский человек, большой охотник. Любимое занятие — лежание на печи и мечтать о лучшей жизни. Иван Дурачок. Эти мечты постоянно подогреваются правящей верхушкой. К наукам не склонен. По причине своего отупления вследствие неумеренного потребления браги. Брагу потребляет по причине того, что не может выгнать самогон. Не хватает терпения. Из разнообразия языков на матушке земля в совершенстве владеет одним – матерным. Физически вроде и здоров, но в то же время страдает манией величия и шовинизма. Когда мы об этом говорим, вы возмущаетесь. Эти ваши лучшие умы, ваши писатели, философы пишут. Причисляет себя к Третьему Риму, а являет собой вторую Содом и Гоморру. Агрессивен, очень агрессивен, что подтверждается его постоянным захватом чужих земель, при этом утверждается там как хозяин и все вокруг считает своим. Описание портрета русского можно дополнять бесконечно, однако это будет не столь утомительно читателям, сколь противно, увы. Писал Горький Максим. Лев Толстой. Московия, Русь, тайги монгольская, дикая, звериная. Вонь, роскошь, нищета и разврат. Собрались злодеи, ограбившие народ. Набрали солдат и судей, чтобы оберегать их оргию и пируют. Это пишет высший гуманист Толстой. Федор Достоевский. Народ, который блуждает по Европе и ищет, что можно разрушить, уничтожить ради развлечения. С.Т. Аксаков пишет. Ох, как тяжело жить в России в этом смердючем центре физического и морального разврата, подлости, вранья и злодейства. И.С. Шмелев пишет. Русский народ, что ненавидит волю, обожает рабство, любит цепи на своих руках и ногах, грязный физически и морально, готовы в любой момент угнетать все и вся. М.Н. Булгаков пишет. Не народ, а хам, дикая орда душегубов и злодеев. И.С. Тургенев пишет. Русский есть наибольший, наинаглейший лгун во всем мире. Академик Иван Павлов о русском уме, 1932 год, должен высказать свой печальный взгляд на русского человека. Он умеет такую слабую мозговую систему, что не способен воспринимать действительность как таковую. Для него существуют только слова. Его условные рефлексы координированы не с действиями, а со словами. От себя добавлю. Русский народ, вечно угнетаемый своими же правителями, потому что он это позволяет. Поэтому он и злобен, что готов угнетать всех подряд, выпуская этот свой озлобленный пар на других. Лучшие и благородные из среды русских вечно преследуемы, где их считают пятой колонной врагов. Народ их не слушает, поэтому страдают сами и охотно гнобят других, и оставаясь в своем темном царстве. Далее.